Бул жердеги медсестра эжелерге рахмат. Келгениңизге күн болду. Керектүү бүт нерселерди карап, жардамдарын берип жатышат. Медсестралардын абдан чоң рахмат. Айрыкча мукаддисче бүтүштөрү канчып берди. Бардык медайымдары сиздерге ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сиздерге. Баарын иштери сонун, өзүнө жараша баарына биз ыраазычылык билдиребиз. Очень благодарны. Опять же, всему персоналу. Медсестрам перевязочной и процедурного кабинета за очень внимательное и такое доброе отношение. Рахмат сага медайым. Урология бөлүмүнүн медайымдарына ыраазычылык. Урматым сага медайым. Медайымдарга чоң рахмат. Ушулардын иштери ийгиликтүү боло берсин. Өсө берсин, өнө берсин, жакшылыкка болсун. В Кыргызстане около 34 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Из них порядка 25 тысяч медсестер работают на разных уровнях системы национального здравоохранения. Они выполняют самый широкий спектр обязанностей. Медицинские сестры играют важную роль в обеспечении населения услугами здравоохранения, особенно в системе первичной медико-санитарной помощи. Иногда они частично компенсируют дефицит семейных врачей. В мае 2019 года приказами Минздрава и Министерства образования утверждена программа развития сестринского и акушерского дела и образования на 2019-2023 годы. В 2020 разработан и принят профессиональный стандарт сестринского дела. Это документ, который характеризует квалификацию медработников среднего звена и регламентирует их трудовую деятельность. Идет отхождение от старых взглядов и началось внедрение новых подходов. Медицинские сестры будут подготавливаться по требованиям профстандарта. Стоит отметить, что первый профессиональный стандарт в системе здравоохранения был по специальности сестринское дело. Кроме этого, разработан и утвержден каталог компетенций медицинской сестры. Соответствующий приказ Минздрава вышел в январе 2020 года. 2020 год был объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб. С 16 по 22 ноября этого года проходила кампания «Скажи спасибо медсестре». Главным событием кампании стал онлайн-форум, организованный швейцарским проектом реформы медицинского образования, посвященный вопросам сестринского дела. На форуме были проанализированы проблемы в системе сестринского образования и определены меры по повышению признания и престижа профессии медсестры. Министерство здравоохранения признало возрастающую нагрузку на медсестер и приняло решение повысить их статус, усилить квалификацию и расширить их обязанности. В частности, в области профилактики заболеваний, охраны здоровья матери и ребенка, а также паллиативной помощи. Для того, чтобы медицинские сестры могли получить всю необходимую информацию по своей деятельности, создан удобный в использовании сайт специалистов сестринского дела. Опубликованы утвержденные стандартные операционные процедуры СОПы на официальном и государственном языке. СОП представляет собой порядок, алгоритм действий медицинского персонала. Эти документы полезны для обучения нового персонала. В них четко распределены задачи по компетенции, обеспечение качества и логической последовательности действий. СОПы служат в качестве справочника для проверки на соответствие, дают возможность персоналу работать четко в соответствии с требованиями. По стандартным операционным процедурам была снята серия видеороликов. Это обучающее видео опубликовано на YouTube-канале «Медсестры Кыргызстана». Разработана учетная форма работы специалистов сестринского дела на уровне первичной медико-санитарной помощи. Внедрена учетная форма работы медсестер по северному региону. То же самое планируется в городе Бишкек и на юге Кыргызстана. Открыт и функционирует Центр развития сестринского и акушерского дела. Он работает не только для практикующих медсестер, но также и для студентов медицинских колледжей.
Внедрен проект «Универсальная медицинская сестра» в условиях COVID-19 в пилотных организациях здравоохранения Кыргызстана. В красных зонах вместо должности процедурной, перевязочной и палатной медсестры внедрена должность «Универсальная медсестра». За каждой медсестрой закрепляется определенное количество пациентов в зависимости от тяжести заболевания. С ними медсестра работает с момента поступления в отделение и до выписки, выполняя все мероприятия по ведению и уходу. Была опубликована статья о внедрении модели «Универсальная медсестра» в пилотных организациях здравоохранения с COVID-19 в Кыргызской республике. Также данный опыт был упомянут в докладе Министерства здравоохранения на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прошел конкурс «Лучшая семейная медицинская сестра» и «Лучший студент» на тему «Здоровье семьи. Богатство Кыргызстана». Целью конкурса являлось повышение осведомленности медицинских сестер и студентов в вопросах семейной медицины. В конце августа 2021 года прошел 5-й съезд специалистов сестринского и акушерского дела Кыргызской республики с целью дальнейшего развития сестринского дела и образования в республике. Логотипом съезда было белое сердце, символ, объединяющий медсестер со всего мира. В рамках 5-го съезда презентован первый страновой отчет о состоянии сестринского и акушерского дела в Кыргызстане. Медицинские сестры проходили обучение национальными тренерами по карманному справочнику оказания стационарной помощи детям, где были представлены стандарты ВОЗ, ведение, сортировка и оказание помощи. Поднялась роль медсестер при ведении пациентов с гипертонической болезнью. Это консультирование по здоровому образу жизни, скрининг всех взрослых пациентов, их обучение, контроль приема гипотензивных лекарственных средств, оказание неотложной сестринской помощи согласно алгоритму при гипертоническом кризе. Утверждено клиническое руководство по сестринскому процессу и стандартные операционные процедуры при сахарном диабете. В документе прописаны алгоритмы при определении глюкозы крови, измерение роста и массы тела, определение остроты зрения, введение инсулина и другие манипуляции при сахарном диабете. Проведен анализ потребностей специалистов сестринского дела. Выпускники медколледжа распределены в организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи города Бишкек. Проводятся реформы сестринского образования в Кыргызской республике. После ряда исследований было принято решение о внедрении новой экспериментальной программы подготовки медсестер. Для этого выбраны 4 пилотных медицинских колледжа. Реформа высшего сестринского образования идет по направлению подготовки медицинских сестер-бакалавров. Пересмотрено положение об аттестации специалистов сестринского и акушерского дела и внедрена онлайн-аттестация на платформе iTest. Были разработаны тестовые задания нового формата. Также идет работа по расширению деятельности медсестер первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактическую работу, формирование здорового образа жизни, половое воспитание, планирование семьи и безопасное материнство, внедрение системы домашнего визитирования, раннее выявление и ведение неинфекционных заболеваний. В целом, к чему мы идем? Это повышение качества оказания медико-санитарной помощи на основе сестринского процесса, развитие самостоятельной работы с пациентом, решение проблем пациента в рамках своей компетенции.